I mean, it definitely looks more более по-европейски, скажем, чем американские комиксы, что, в общем, естественно, наверное. mostly just in В чем how the выражается, faces, да, эта европейскости? tend to В look. основном по лицам. Все элементы сторителлинга тут, в общем, присутствуют. Достаточно сложные техники используют для того, чтобы перемещать читателя от одной сцены к другой. Много таких кинематографических, что ли, моментов, да, такие кадры, которые постановку сцены делают. Я вижу, что здесь очень большой акцент делается на четкость изложения. Здесь понятно, что происходит, поэтому потеряться, как-то сбиться с сюжетной линии невозможно. И фундаментально грамотная работа. And that's my mom. Это моя мама. And Она работала библиотекарем в школе. Как вы понимаете, она всегда увлекалась чтением. Можно сказать, что практически родился с книгой в руках. Именно она научила меня ценить чтение, но именно комиксы заставили меня полюбить читать. Для меня комиксы открыли огромный мир. На этом слайде вы видите обложки некоторых комиксов, над которыми работал лично я. По почте, например. Этот комикс рассказывает историю мальчика, который заказывает ниндзю по почте. Сегодня узнал, что, оказывается, этот комикс был переведен на русский язык, я никогда этого не знал. StarCraft, как вы знаете, основан на видеоигре, и, в общем, есть на русском языке существует, и на многие другие языки переведен тоже. Но мне кажется, что самые первые персонажи, супергерои, Супермен, Бэтмен, The Flash, Wonder Woman, they are all эти персонажи об очень элементарных таких базовых каких-то вещах. Мне кажется, что вот Супермен, в частности, будет жить всегда. Причина, по которой я, в принципе, вообще приехал в Беларусь, это организация, которую я основал, которая называется «Чтение с картинкой». В этой организации мы считаем, что комиксы могут быть отлично использованы в процессе обучения, потому что при помощи текста, который сопровождается визуальным изображением, научить можно чему угодно. Мы создавали планы уроков, мы разрабатывали различные тесты, которые были привязаны к каждой истории. Мы хотели максимально облегчить задачу учителя, чтобы учитель мог прийти и с этим ресурсом к ребенку в аудиторию положить ребенку на стол эту книгу и начать по ней работать. Мы давали им контент, содержание, которое они должны были выучить в том формате, который им был знаком и который им нравился. В этом учебнике, который выйдет еще только истории из области математики, точной науки, законы Ньютона, законы движения, и рассказывает история головы Ньютона, которая в банке находится. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы используем формат, который им нравится, с которым они знакомы, для того, чтобы они читали и получали именно ту информацию, которую они должны получать. Здесь собачка-космонавт у нас, Ромео и Джульетта, Авраам Линкольн на динозавре. Это те вещи, которые дети должны знать. And this is our story about physics. There's вот это именно про Ньютона. Видите, голова Ньютона в банке. И вот в этой истории рассказывается, как движение происходит. Ехал из аэропорта, было уже достаточно темно. Город был хорошо освещен, я ехал по главному проспекту, и мне показалось, что очень красивый город. Подсветка понравилась, как использованы на нижних уровнях более теплые тона, прожектора направлены вверх. Я никогда такого не видел ни в одном другом городе, в котором мне довелось побывать. It's very unique and it's very beautiful. Мне кажется, что это очень уникально и очень красиво.